Ты обнимаешься? Серьезно? Еще как. Ты что, не обнимался с Лулу? Нет, обнимашки у нас не в ходу. Режиссерский дебют Ченнинга Татума, почти сольный. Он работал в паре, и все же, кто у руководителя съемочным процессом может сыграть в главной роли лучше, чем он сам? Конечно же, никто. Так в новом фильме «Лулу и Брикс», где в оригинале фильм называется просто «Дог», что переводится «собака», Ченнинг Татум играет главного героя, бывшего морпеха, который никому нахрен не убился и работает в забегаловке, делая сэндвичи на заказ. Хороший повод задуматься о будущем, особенно если вы военный, и особенно если вы не в США, где даже в такой стране, где можно напечатать денег и раздать их кому угодно, солдаты после службы остаются у разбитого корыта выкинутыми и никому не нужными, забытыми. Неприятная и неафишируемая правда, и это все в Америке. Простите меня за такое лирическое отступление, просто ситуация в мире сейчас такая заставляет меня высказаться. Возможно, кто-то, услышав это, кому были обещаны 3-5-комнатные квартиры и пособия до конца жизни, задумаются, будет ли оно так на самом деле. Не просто так показано. Взгляните назад на историю, на то, что происходило. Она любит повторяться. И если учесть, что это кино, и тут все приукрашено, да еще и с уклоном в юмор. В общем, возвращаясь к фильму «Лулу и Брикс», там долгое затянутое начало, прям как у меня в этом ролике, главный герой в исполнении Ченнинга Татума получает задание отвезти собаку, и второй главный герой, то есть Лулу, появляется где-то на 15-й минуте фильма. Дальше они оба отправляются в дорожное приключение, которое будет наполнено всякими происшествиями, которые заставят зрителя умиляться, улыбаться, вздыхать, охать, ахать, узнавать себя. Да, хозяева домашних животных узнают себя в герое, когда он без умолку болтает и обращается к своему шерстяному попутчику, использует всякие хитрости, чтобы ее усмирить, и, пользуясь моментом, пока та спит, дабы разбавить веселье своего путешествия, потому что от одного общения с собакой сыт не будешь, заезжает в бар снять девушку, где просто каждый отшивает его. Я вот давно не был на свидании, не знаю, насколько и как так все изменилось, что как так изменился мир, что человеку с внешностью Татума девушки говорят нет и отшивают его и желают ему удачи. Если в действительности все так обстоят дела, да, то плохо. Человечеству точно грозит вымирание. Ну и, конечно же, кто, как не собака, может исправить ситуацию Ченнингу Татуму, и благодаря ей моментально он оказывается в доме сразу с 2 девушками. Рейтинг у фильма 13+, поэтому никакого секса там не будет, не надейтесь, просто знайте это, да. Да, и здесь он-то в принципе и не нужен, кино не про это. Хотя все к этому и близилось в доме у 2 подруг. Ну, по крайней мере, персонаж Татума прям сгорал от желания, этого сильного желал. Черт. Весь кайф ему обломали, и сцена закончилась довольно не очень как-то по ощущениям. А дальше вообще кажется, что фильм меняет жанр, когда главный герой теряет сознание, после оказывается связанным на стуле в каком-то сарае с включенной на него направленной камерой, будто что-то ужасное сейчас может произойти. Может, они собираются нормально переснять техасскую резню бензопилой? Было бы неплохо, но нет. Или да, или почти. Ладно, я специально запутываю вас, сами посмотрите. Боже, какой же для меня приятный сюрприз был, неожиданность. И я удивился увидеть в этом фильме популярного американского стендап-комика Билла Бёрра. Это очень крутой комик, я его горячо рекомендую. Смотрите его в оригинале, если знаете английский, и понимаете его и вещи, связанные с Америкой, там, с их, как сказать, жаргонами, да. Или ищите в переводе, он великолепен. Я не знал, что он будет в фильме. Look, no means no. No, that means no. All right, but no, stop it. What are you doing? Oh my God. You're being so bad. Stop it. No. Скажу касательно Ченнинга Татума, многие восхищаются им в этом фильме, его перформансом, игрой. Просрочен, сэр. О, да брось. Знаешь, сколько раз я проезжал с ним здесь? Не понял. Каковы шансы, что я террорист? От себя скажу, что мне не совсем понятно, это была игра или это он на самом деле такой сам по себе человек. То есть он был очень похож на... У него поведение было как у 16-летнего подростка или ученика колледжа, которых он бесконечно не так давно играл, и ему 40 лет. Нет, с этим вообще никаких проблем нет. Единственное, что он как
бывший морской пехотинец, насколько это уместно себя вести так. Возможно, я сильно придираюсь, но глядя на жанр, это абсолютно не портит впечатление от просмотра. «Лулу и Брикс» — это фильм про взаимоотношения человека и домашнего животного, питомца или служебного животного, питомца, кому как угодно. Подобных фильмов с похожей тематикой, да даже совершенно с таким же направлением, где человек отправляется с собакой в какой-нибудь дорожное приключение, тоже парочку наберется. Сделаны они все по одной примерно формуле и по той же формуле, где Лулу и Брикс не сильно-то и шагает влево и вправо от заданных вводных данных. Это путешествие из точки А в точку Б, где по пути герой, естественно, встрянет в какие-то передряги, что разбавит поездку, что заставит смеяться, удивляться, испытывать смешанные чувства, смущение, недоумение и даже пускать слезу. Возможно, даже не раз. Вы не увидите тут ничего нового, ничего неожиданного или экстраординарного. Да? Все довольно просто, понятно и пройдено по протоптанной дорожке. Но фильм неплох и стоит того, чтобы его посмотреть, особенно и в засилие всех этих комиксов. Особенно если у вас есть домашнее животное, особенно если у вас это пес, вам обязательно зайдет. Да, все эти сиквелы, приквелы, триквелы, поэтому стоит посмотреть. Ставьте большой палец вверх и подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с этого канала. Делитесь в комментариях мнением о фильме «Лулу и Брикс». А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.